Подъезжаем. Намеренно сдвигаюсь налево, не включая поворотник. Загорелся сигнализатор, то есть система работает. У меня задняя передача, я готовлюсь к тому, чтобы, собственно говоря, выпарковываться. Опа! Всем привет! Сегодня на этом бирюзовом Hyundai Bayon в топовой комплектации хай-тек мы расскажем, на что способны электронные помощники этой модели. Погнали! Мониторинг слепых зон. Как это работает? Система отслеживает приближающиеся автомобили в слепой зоне и предупреждает меня о возможном столкновении с помощью сигнализатора в наружном зеркале заднего вида и звукового сигнала. Да, кстати, система срабатывает при условии, что скорость вашего автомобиля выше 20 км в час. Система мониторит, что у нас, в данном случае в правом ряду есть. Оба, загорелся сигнализатор. То есть система работает. Я еще не вижу этот автомобиль, но мне уже иконка сообщает вон оранжевым, что там есть автомобили. И это очень важно. И хотелось бы, каждому автопроизводителю сказать о том, что, пожалуйста, в любой автомобиль, в любой комплектации установите монитор слепых зон. Это очень полезная штука, которая работает на безопасность. Идем дальше. Систему дополняет предупреждение об опасности столкновения. Система сработает, если включен указатель поворота в направлении обнаруженного транспортного средства. Чтобы предупредить водителя об опасности столкновения, начнет мигать сигнализатор в наружном зеркале заднего вида. Одновременно с этим включается звуковое предупреждение, а рулевое колесо начинает вибрировать. Теперь, ребят, усложняем немного задачу. Я включаю поворотник. В зеркалах никого не вижу. То есть, во-первых, сигнализатор дает звуковой сигнал, моргает у нас иконочка, вибрирует рулевое колесо и не дает мне перестроиться. То есть мне сообщает о том, что не делай этого, там есть машина. Да, и вот когда мы немного поворачиваем камеру, мы видим, что там есть автомобили. Соответственно, сейчас я перестроение не осуществляю. Потому что там есть машина, которую мы можем и не видеть в зеркало заднего вида, но на самом деле она там есть. Поэтому работает четко. Классно работает система, но, ребят, читайте, пожалуйста, мануал, потому что огромное количество, целый список ограничений есть, когда эта система не работает и в каких условиях система работает лучше или хуже. Вот, к примеру, я реально не знал о том, что если включить аварийку, то система мониторинга слепых зон деактивируется. Поэтому мануал наше все. Следующая и очень востребованная опция – это интеллектуальный круиз-контроль. Эта система предназначена для обнаружения впереди едущего автомобиля и поддержания необходимой скорости и минимальной дистанции до этого авто. Фронтальная камера и передний радар используются в качестве датчиков обнаружения. Как это работает? Жму кнопочку на руле, выставляю, допустим, 60, вот впереди едет наш акцент. Идем за ним 43, я не нажимаю сейчас на акселератор вообще. Попрошу ребят немного ускориться. Акцент, давайте ускоримся до 50. Смотрите, автомобиль сам набирает скорость. Ребят, попрошу до 40 замедлиться. Замедление происходит, и я не жму вообще на педаль тормоза. Это очень полезная штука, особенно когда вы ездите по трассам. Мы используем постоянно активный круиз-контроль. Также мы можем менять вот здесь вот дистанцию, нажимая кнопочку чуть ниже. То есть это будет дистанция, при которой мы отдаляемся от автомобиля или наоборот к нему ближе приклеиваемся. Интересная информация, опять же, из мануала сообщает нам о том, что при скорости 90 км в час минимальное расстояние будет 25 метров, а максимальное расстояние, которое мы можем настроить, составляет 53 метра. И поэтому я еще раз просто вас прошу, читайте мануал, потому что вот я это реально узнал из этой большой, толстой электронной книжки.
Следующий помощник – это ассистент следования полосы движения, который распознает дорожную разметку или автомобили на дороге и облегчает управление автомобилем за счет его удержания в пределах занимаемой полосы движения. Так, давайте попробуем. Функция у нас включена. Зеленый руль, иконка горит. Буду немного отклоняться, но руки должны быть на руле. Да, автомобиль подруливает. Это вот даже вот видно такие микродвижения на градусы буквально. Движение электроусилителя идет автоматическое. То есть она меня держит сейчас по центру полосы. Это очень полезно и очень прикольно. То есть ощущение, как будто бы автопилот немного вступает в работу. Круто. Также тут работает дополняющий помощник — система контроля полосы движения, которая предназначена для обнаружения разделительных линий дорожной разметки, ну или края проезжей части. Система предупреждает водителя, если автомобиль выезжает за пределы полосы движения с выключенным указателем поворота, или осуществляет автоматическое подруливание, чтобы предотвратить выезд из занимаемой полосы. Посмотрим, как это работает. Давайте попробуем, разгоняемся до 60. Намеренно сдвигаюсь налево, не включая поворотник. Чувствуете, да? То есть, во-первых, идет такой зуд, вибрирующий по рулю, и идет возврат. То есть меня автомобиль возвращает в мою полосу. Он мне говорит: окей, если хочешь повернуть, то включи поворотник, и тогда машина повернет, и я тебе не буду мешать. Очень полезно. Крайне прикольная штука. Активация и деактивация происходит нажатием кнопки на правой спице руля. Данная функция работает со скоростью 60 км в час. Итак, на очереди у нас ассистент предотвращения столкновений спереди, который помогает обнаруживать автомобили, пешеходов и даже велосипедистов на проезжей части, а также предупреждает водителя о возможном столкновении с помощью сообщения и звукового сигнала и при необходимости выполняет экстренное торможение. Вообще Байон может автоматически остановиться, даже если вот вы на перекрестке едете налево и пропускаете встречный транспорт. Если где-то не углядели, то он может сам остановиться, и тем самым вы избежите ДТП. Но такие примеры ставить чрезвычайно опасно, поэтому мы постараемся вам вот на нашем примере с манекеном показать, как работает эта система. Ну что, давайте попробуем. Перво-наперво скажу, что опять же огромное количество есть ограничений. Стекло должно быть чистое, потому что регистрирует пешехода, велосипед или автомобиль камера под лобовым стеклом. Пожалуйста, не клейте туда никакие наклейки, тем более тонировку. И поедем мы не очень быстро, потому что камера может распознать пешехода, если наш автомобиль двигается от 10 до 80 км в час. Давайте, наверное, скорость 20, потому что все-таки я не должен давить на тормоз сейчас, и это очень сложно. Вижу манекена, держу скорость 21, подъезжаем. Я клянусь, я не давил на тормоз. И вот, пожалуйста, наш манекен жив. Я не могу поверить, что система может это сделать на 80. Но, ребята, конечно, сами лучше не проверяйте. Но важно знать, система работает и работает эффективно. Сейчас мы на парковке дилерского центра. Это еще один помощник. У нас есть акцент на рации с нами. Сейчас постараюсь сымитировать для вас максимально удобно, а вы увидите это еще и с высоты дрона. То есть включаю аварийку, а мы знаем, что задним ходом надо сдавать с аварийкой. Включаю заднюю передачу и сделаю вид, что я максимально невнимательно выпарковываюсь. Акцент, начинайте плавно движение. У меня задняя передача, я готовлюсь к тому, чтобы, собственно говоря, выпарковываться. Опа! Вибрация на руле, сигнализатор, и меня это все дело останавливает, чтобы я не совершил парковочное ДТП. Что делает эта система? Ну, проще говоря, она вас страхует от частых ДТП, которые происходят на парковках. Так называемое парковочное ДТП. Поэтому штука тоже очень полезная. И на парковке супермаркета, и вообще в мегаполисе, где бы то ни было, где мало пространства и мало обзора.
Вообще Hyundai Smart Sense, конечно, решает огромное количество задач, но эти системы никогда не заменят вас, водителя. Поэтому именно вы должны постоянно держать автомобиль под контролем. 100% доверять ассистентам нет, нельзя. Все-таки вы водитель. Да, кстати, хотел сказать, что скоро увидимся с новыми сериями ресурсного теста Hyundai Bayon. Совсем скоро. Пока!